Музыка является неотъемлемой частью жизни каждого человека. Ее развитие в Гагаузии происходит благодаря музыкантам, которые для того, чтобы стать профессионалами в своем деле, заканчивают специальные заведения. Также благодаря различным мероприятиям и конкурсам, которые организовываются Управлением культуры. О важности данного направления искусства рассказали местные музыканты и граждане. Учитывая, что музыка – это одна из основных частей эстетического, культурного развития любого человека, мне кажется, что она на одном из первых мест, потому что благодаря музыке люди входят в определенного рода состояние, где позитивные, где негативные, которые влияют на их развитие. Я считаю, что музыка в жизни человека играет очень большую роль, потому что если тебе, например, плохо, ты можешь включить музыку, и она тебя как-то повеселит, или наоборот. Музыка – это важнейший фактор в жизни человека. Я бы сказал, что музыка – это жизнь. Несмотря на важность музыки в культурном плане, уровень ее в Гагаузии невысок. Поэтому возможности проявить себя как музыкант и развиваться в ней нет. Эта мысль следует из слов музыкантов и граждан. Для меня музыка значит очень многое, и мне жаль, что в Гагаузии, вообще в нашей стране она не очень развита, и люди моего возраста, да и вообще все, кто хотят связать свою жизнь с музыкой, не могут самореализоваться у нас в стране. Мне кажется, что перспектив у начинающих музыкантов в принципе нулевой. У нас нет таких возможностей у молодых людей самореализоваться именно в плане музыки. У нас нет студий, у нас нет компаний, у нас нет таких режиссеров, которые будут продвигать, или композитор, который будет поднимать человека на пьедестал этот музыкальный. У нас нет уровня, и, к сожалению, скорее всего, и денег тоже нет на это развитие молодежи. Я думаю, что у музыкантов возможности самим развиваться есть, но у нас нету в Гагаузии ни нормальных студий, ни курсов по развитию музыки, например, по сведению треков, по написанию самих инструменталов. У нас этого всего нету. Поэтому у нас находится это на среднем уровне развития. Все зависит только от человека, от его упорства, от его цели. Это не имеет значения от внешних факторов. Да, они влияют, согласен. Внешние факторы могут влиять. Но еще раз говорю, что сидеть и ждать, что кто-то подойдет и поможет, потому что ты очень талантливый, в потенциале великий человек, может быть, в свое время перевернешь всю планету, перевернешь всю музыкальную культуру, это бессмысленно. Надо сидеть и работать. А там со временем, конечно же, начинаются появляться связи. И, конечно же, постоянно приходит с каких-то сторон обязательно помощь. Если только видят, что ты на самом деле сам внутри хочешь чего-то достичь. Также, по их словам, в Гагаузии этим делом заниматься неприбыльно. Я думаю, что у нас это как-то не поддерживается, что ли, материально. И просто музыканты не видят смысла заниматься именно у нас в Молдове, потому что здесь невозможно заработать много денег на музыке. И поэтому они выбирают какие-то другие профессии, даже если музыка для них это просто как часть их души. В Молдове музыкой заниматься, я бы сказал, вообще невыгодно. А вот в других странах музыка очень приносит большую прибыль музыкантам за счет того, что их слушает много людей. А в Молдове про нас никто не знает. Ограниченное количество людей. В нашем мире в любом случае денежный эквивалент – это энергия, которая позволяет дать возможность реализовать себя. Неважно, это музыка или это еще что-либо. Так что так сужать, именно в Гагаузии, я не буду говорить, так и в Гагаузии. То же самое, включая Гагаузию, могу сказать, что здесь зависит только все от силы самого человека, от силы самого существа. И эти максималистические или, не знаю, эгоистические моменты, когда я очень талантливый, и вы мне все должны, я считаю, что это бред и идиотизм. Трудолюбие – это самое главное. Для того, чтобы развить музыкальный уровень, одного образования недостаточно. Для этого необходимы средства, желания и возможности, которые должны обеспечиваться Управлением культуры. На данный момент в Гагаузии работает всего 4 музыкальные школы с сельскими филиалами. Также есть возможность получить музыкальные специальности в колледже имени Михаила Чекира и Камрадском государственном университете.